Селекция и семеноводство – это наука о создании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и разработке организационных форм и технологических приемов получения высококачественных семян. Раиса Романовна Ламажап является одним из авторов сорта ярового ячменя «Арат», выведенного специально для резкоконтинентальных природно-климатических условий Тувы. Зерно ячменя широко используют для продовольственных, технических и кормовых целей. Также из ячменя изготавливают перловую и ячневые крупы. Яровые культуры высеиваются ранней весной и вызревают уже к середине-концу лета, давая урожай в год посева. Там стандартный сорт у нас есть Ача, с которым мы сравниваем вот эти два сорта. Так-то тут 3 сорта посеяно. Изучаем нормы высева, то вот 3,5 и 4,5. И сроки высева. Вот это первый срок, 15 мая, вот это посеяна полоса. А вон сзади это 25 мая, через 10 дней. Потом все это сравниваем, анализируем, сопоставляем с климатом вот данного года. Это сейчас у нас 3-й год испытываются вот эти сорта. И будем писать уже как бы рекомендации для республики. Урожайность при какой норме больше, урожайность при каком сроке лучше. Они не поливаются. У нас же республика такая, что нету это поливных в основном. Мы не должны его удобрять, ничего не должны. Как обычно в республике у нас все это технология есть, так и у нас и происходит. Вот это ячмень, из нее же делают крупы. Это вот даже вот эта ячневая крупа, перловка вот из ячменя же делается. Как корм на скоту идет. Сорт биом вот следующий. Вот это оленек сорт. Это красноярская селекция и оленек, и биом. Вот следующий сорт вот биом. Вот он 2 года хорошо показывал. Ну, думаю, что нынче тоже лучше будет он. По урожайности, по семенным качествам мы оцениваем, по всем параметрам анализ проводим. Всегда, когда даем рекомендации в соответствии с зональными системами, вот для этой зоны вот так лучше будет, вот для этой зоны вот так лучше будет. Такие нормы, такие сроки. Пока вот таких исследований еще не проводилось с ячменем. С пшеницей были исследования, а с ячменем вот впервые я провожу. Нашими научными рекомендациями. Вот этот частный предприниматель Санников, у него как раз я участник, как сказать, соавтор сорта «Арат» ярового ячменя. Вот у него он возделывает этот арат. Вот я ему оказывала поначалу практическую помощь, научную помощь, теперь он там сам. Я даже вот выезжала, ему протравливала перед посевом, показывала работникам, как нужно протравливать. Научная деятельность Мирослава Мудзуковича Дангака связана с созданием на основе специфического сибирского генофонда новых сортов зерновых культур, адаптированных к агроклиматическим условиям Тувы. Мирослава Мудзукович является одним из авторов сорта мягкой яровой пшеницы Чагытай. Ведь данный сорт высеивается не только в Туве. Мы поговорили о том, как вернуть былую урожайность посевных площадей Тувы и какая необходима поддержка сельскому хозяйству. Участвуют здесь районированные сорта с Новосибирской 31 и Алтайской 75. И качество, я как сказал, качество стандарта у нас Чагытай. У нас же именно исследовательская работа по сельскохозяйственным культурам очень такая трудная и высокозатратная. И зависит именно от окружающей среды, именно от обеспеченности с влагой, теплом и далее. В этом году у нас была в начальном периоде по первой половине вегетации растений. Очень холодно было, поэтому они не смогли немножко подняться выше. А так-то обычно у нас доходит до 70, 75, выше 80 сантиметров. По результатам 3-летней исследовательской работы мы будем давать рекомендацию именно по выращиванию основных зерновых культур арабским крестьянским хозяйством и другим предприятиям. Но самое главное у нас загвоздка – это нет наличия специальных селекционной техники.
должно быть именно селекционный комбайн, маленький мини-комбайн и селекционная сеялка. Оборудование было бы у нас наиболее было бы это количество исследуемых культур. По виду видно, что именно после 25 мая они более-менее дружные, высокие, получается. Но качество тоже покажет, когда мы будем анализировать именно полученные данные, именно в лабораторных условиях, будем уточнять, какой срок лучше будет. По крупности так, потом по массе тысяч зерен, стебли, количество продуктивных стеблей. Самое главное это урожайность в наших условиях, схожесть данных культур, энергопрорастание, все это мы будем проверять. Подходит время уборки и досушивать надо обязательно то определенные до 14%, чтобы было влажное зерна. Потом начинаем замеры по длины колоса, длины стеблей и так далее, вес корней. Эта работа начата с 2001 года. До 2001 года была именно опытная исследовательская работа по зерновым культурам, именно влияние обработки почвы, влияние удобрения, доз удобрений различных. Вот такие опыты были до 2000 года. После образования Тувинского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Туве начата исследовательская работа под руководством академика, нынче покойного Петра Лазаревича Гончарова. Он сюда, в Туву, приезжал и встречался с первым президентом Республики Тува Шерголом Дзижиговичем. И они договорились, чтобы вырастить именно в республике собственного сорта яровой пшеницы, который называется, здесь видно, что это сорт Чагатай. Работа начата 2001 года. В течение 6 лет мы проводили исследовательскую работу именно по этим селекционным сортообразцов. И в 2006 году вывели из этих сортообразцов более урожайные, более засухоустойчивые, которые адаптированы в условиях Республики Тува. Так как республика, у нас же климат у нас очень строгий, поэтому наша задача была именно выявить более такой адаптивный сорт в условиях республики, дать на государственное сортоиспытание. На различных сортоучастках проводили анализ данного сорта, и решением государственной комиссии данный сорт был назван сортом Чагатай и внесли в Госреестр Российской Федерации. С тех пор мы начали данный сорт размножать в собственных участках. В результате получился более такой высокоадаптивный сорт в условиях Республики Тува. Урожайность у него в республике в среднем 20 центнеров с гектара получается. А если в лучших условиях можно получить до 30 центнеров с гектара. Но в наших условиях мы никак не можем поднять потенциал данного сорта именно по урожайности. Но качество она среднее, средний сорт. Поэтому мы благодарны Петру Лазаревичу Гончарову, что он начал с этой культурой работать в наших условиях и создал, мы совместно создали данный сорт. После реформ АПК в России, и в том числе Республика Тува, многие хозяйства реформировались. Именно крупные такие хозяйства, например, колхозы, совхозы существовали. Но после этого спада, именно экономического спада в России, в Туве, эти колхозы и совхозы были расформированы и организованы мелкие арабские крестьянские хозяйства, потом личные подсобные хозяйства. Государственные были очень мало. Урожайность резко упала на Туве. Пришлось
решить этот вопрос за счет внедрения нового сорта, который более-менее урожайный, чтобы немножко увеличить урожайность яровой пшеницы. Самый максимум в среднем республика получала 12 центнеров с гектара. Вот это вот общие 12 центнеров с гектара. Районированные сорта именно республика. Это Саратовская 29 сели, Тулунская 12 сели, Кантигийскую сели, Кантигийскую 89 хакасский сорт. Вот они давали не максимальный урожай. Выход был маленький, поэтому решили все это уладить, чтобы немножко увеличить продуктивность яровой пшеницы. На территории Минусинска, потом Республика Тува, и Бурятия, и Читинская область. Вот в этих территориях можно выращивать данную культуру. Данный сорт отличается только с разновидностью своей. А у нас раньше было здесь сорта альбидум, разновидность альбидум. В основном у нас в Туве растет пшеница разновидности лютеценс. Поэтому у нас вот именно такого отличительного резко не отличается от других сортов. В 2010 году было хорошее распространили западные кажуны. Именно вот этот вот МТС западная была у нас такой, а сейчас, наверное, его тоже нету. Объем семян доходил до 100 тонн. И они выращивали, мы у нас покупали с нашего института и оригинальные семена. И они выращивали данную культуру в этих условиях. Сейчас в данный момент никак не могу я получить информацию, в каких объемах. Сейчас разные, вот каждый год же меняется. Подход агрономов тоже разные. Самое главное, что они смотрят на цену. Чем дешевле, они берут дешевые семена, но качество бывает иногда сомнительное. Если в наших условиях мы выращиваем, то мы гарантируем, что именно сорт будет чистый, именно по чистосортности. Выход на всю республику пока не получается. По одной причине, что у нас тоже самое, у нас нет селекционного комбайна, хороших очистительных машин, но старые у нас есть очистительная машина. И мы на нем подрабатываем зерно и доводим до кондиции. Пашни у нас имеется 100 гектар, но не полностью это высевается. По структуре должно быть у нас в расчете 50 на 50, то есть 50 гектар должен пароваться, то есть готовиться все лето на следующий год. Вот такая ситуация у нас. Поэтому больших объемов пока нет, у нас нет возможности. Следующее направление Тувинского научно-исследовательского института сельского хозяйства – это кормопроизводство и земледелие. Научные исследования Лилии Тангытовны Мангуш посвящены изучению состояния естественных пастбищ Тувы, способам улучшения их после интенсивного выпаса, а также изучению и внедрению сортов и трав для сенокосов и пастбищ. Различные сорта однолетних и многолетних кормовых культур привозятся из других регионов и высеиваются, чтобы понять, какой сорт наиболее быстро адаптируется в условиях Тувы. Товарная продуктивность животноводства на 65% определяется качеством кормов. Пастбище – это самое основное для Тувы. Республика сама по себе аграрная и в первую очередь животноводческая. И у нас, когда создали уже 85 лет назад опытную станцию, первая задача была изучение состояния естественных пастбищ сенокосов и повышение продуктивности. Но с тех пор вот мы изучаем. Последний год, когда станция развития была на высшем уровне, у нас было изучено разные способы улучшения пастбищ. Поверхностное улучшение, коренное улучшение. Поверхностное – это значит сверху немножко дернина разрабатывается и туда высевается растение. И коренное. Коренное – это когда почва запахивается или спашка производит, потом дальнейший посев новых культур.
Вот такие были разработки. Еще были изучены разные виды кормовых культур, которые можно посеять на пастбищах. 70-е, 80-е годы были собраны, у нас такое растение есть, прутняк простертый, или по-тувински это изиот. Вот. И мы его семена собирали и создавали сеянные пастбища из прутняка. В 90-е, в конце 80-х стали изучать ломкоколосник ситниковый. У нас было создано на 6 гектарах искусственное сеянное пастбище для скота. И это пастбище у нас просуществовало больше 30 лет. Очень пастбище выносливая, хорошая культура. Кроме того, были изучены такие растения, как житняк. Житняк тоже пастбищное, полупустынное растение. Разные сорта костер, Тимофеевка сеяли, но они не выдерживали вытаптывания животных. Также было изучено создание зимних пастбищ. У нас же в основном не хватает корма зимой, и создавали зимние пастбища для овец. Это местечко Доргун. Мы сеяли рапс в чистом виде и рапс с овсом. Они сеются где-то в июне месяце, выкашивается в октябре перед снегом. Вот это замораживается, а потом зимой скот пасется, поедем. И это высокопелковый зеленый корм уже в замороженном виде. Созданы были долголетние культурные пастбища для крупного рогатого скота. У нас существовали, но сейчас, конечно, нету их. И там содержали молочно-товарная ферма ОПХ Сосновская. И тогда у нас было очень много трехтысячников, клуб трехтысячников было. Вот на этих пастбищах пасли наших коров. В начале 2000-х годов было изучено состояние пастбищ Центральной Тувы, степных пастбищ. Изучали Тантинский гажун, Пихемский гажун, Кызыльский, опустыненные пастбища были изучены. Кроме того, мы делали изоляцию от пастбы. Это загораживаются участки и смотрят, как восстанавливается пастбище. Было доказано, что они могут, если вот в таком изолированном виде, они могут восстановиться где-то через 4-5 лет. Травостой, в принципе, может восстановиться. В основном Туве сейчас же сочные корма в основном не готовят. Наш силос не делает, в основном сено. Поэтому у нас вот, мы изучаем получение сена из многолетних трав и из однолетних кормовых культур. Многолетних трав были разные сорта. Изучено много сортов. Разные сорта люцерны, донника, эспарсета. И были выделены, что именно какие сорта для наших условий подходят. Также однолетние кормовые культуры. Зернобобовые, горох, сорт Радомир у нас был рекомендован для посева. Вика, вот эта культура, которой мы сейчас вот как раз здесь стоим на месте, и пелюшка, и смеси со злаковыми культурами. Кроме того, еще изучена была суданка, кстати, и суданка смеси вот этими однолетними культурами была. Суданка — это тоже хорошая пастбищная культура, если вовремя скосить, восстанавливается. Рекомендовано не только в чистом виде эти культуры сеять, а именно в виде травосмесей. Тогда получается высокие питательные качества. Раньше, конечно, мы обеспечивали республики семенами, отдел кормопроизводства. Сейчас у нас нету комбайна, зерноочистительной машины у нас нету, поэтому мы не занимаемся семеноводством культур. Это только можно за Саянами, Абакане или вот институты, где выпускают именно эти семена, можно. В наше время, когда мы молодые были, конечно, нас везде ходили, показывали, в школах были производственные бригады, учили их. И мне кажется, вот в наше время тоже надо вот именно обратиться к молодежи. Со школьной скамьи надо какие-то уроки провести или встречи с передовыми орадами провести, показывать им, чем можно заняться. Есть же, которые у нас передовики, которые занимаются крупным рогатым скотом или тогда даже для молодой семьи именно успешными, мне кажется, можно приглашать их в школу, показывать, что можно этим заняться и показать именно какую экономическую выгоду. Наша деревня даже, я помню, когда проходишь раньше, все огороды были посажены, а сейчас пройдешь не только наши, его в центральной зоне, я вижу и какими везде едешь, часто огороды пустуют, показывать им, какие растения можно выращивать и какую пользу. Мне кажется, тут надо немножко основы экономики надо им показывать, учить. Вот если ты посадишь картошку, вырастешь, какую пользу можешь получить? Можно в магазин не ходить, именно вырастить. Даже некоторые не знают, как можно там тара получить, талган, они не знают. Это все надо практически показать. Вот тогда, может быть, молодежь будет
возвращаться. И, конечно, тут надо, если специалисты молодых, это надо им зарплату повысить в сельском хозяйстве и обеспечить квартирами, конечно, какие-то жилищные условия хорошие создавать, тогда, может быть, вернется молодежь. Когда мы вот ездим специалистами Министерства сельского хозяйства, бывает у нас встречи еще в школе, мы тоже рассказываем так-то о грантах, что они знают, в принципе. И бывают очень заинтересованные, также ученики школы спрашивают про гранты, мы им рассказываем. В принципе, может, действительно мало знают, может, еще шире надо показывать, рассказывать им. Учиться с детства, это же с детства заложено же. Как родился, как посадил дерево, как оно вырастет от человека, зависит от родителей же. Как посадишь, надо учить их, чтобы не в телефонах сидели, а именно занимались, хотя бы вышли в огород, посадили, полили свой огород. Ученые Тувинского научно-исследовательского института сельского хозяйства входят в золотой запас нашей нации и являются примером стойкости и преданности своему делу. Их многолетние научные труды – это не только лабораторные испытания, но и ежедневная работа на полях. Отрадно, что их деятельность высоко оценивается и отмечается руководством региона и страны. А главное, результаты их исследований и разработок применяются в жизни и способствуют развитию Тувы. Айдана Ховалы, Владимир Сюртук, Айдын Кулар, Тува 24, Тандынский Кажун.